23 ноября 1994 год, поселок Чульман. В этот день, как и всегда, Александр Проскурин вышел на линию. Он занимался частным извозом. В 90-е годы машин еще было мало, и потому услуги частного такси пользовались большим спросом. Объезжая улицы поселка, перед магазином номер 9 таксист увидел голосующего мужчину. Старенькая Нива тормознула перед ним. Переговорив с пассажиром, водитель согласился отвезти его в аэропорт, который находился в 5 километрах. В лихие 90-е годы, в эпоху глобальных перемен, в Южной Якутии и, в частности, в Нерюнгри, как и во всей стране, криминальная ситуация была сложной. Основной причиной тому служило то, что город находится на пересечении путей. Ведь сюда можно доехать по-разному – на самолете, на поезде и на машине. Не зря ведь про Нерюнгри говорят, что этот город – южные ворота Якутии. Такси шустро ехало по асфальтированной дороге, а в салоне машины между водителем и пассажиром начался спор из-за стоимости проезда. Вскоре словесная перепалка перешла во взаимные оскорбления, потом и в драку. И тут, не выдержав такой наглости, водитель решил высадить скандального пассажира. Но разве мог он подумать, что у сидящего рядом с ним незнакомца был самодельный обрез? После убийца перенес труп водителя на заднее сиденье машины, а сам сел за руль. Но техника, словно в отместку за убийство хозяина, забуксовала в снегу. Дальше ехать было невозможно. И тогда убийца, оставив машину с трупом на обочине дороги, поспешил пешком в сторону своего дома. 24 ноября 1994 год. На обочине дороги Чульман-аэропорт обнаружен автомобиль «Нива», на заднем сидении которого найден труп водителя такси с простреленной головой. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование. После этого случая, через год, в Нерюнгри без вести пропал таксист Рамиль Аменев. Он работал на своей автомашине ВАЗ-2106. А еще через год, 12 марта, бесследно исчез водитель такой же шестерки Владислав Хорошилов. У следователей возникла версия, что все 3 жертвы – дело рук одного преступника. Виталий Власьевич Слепцов. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции. В 2016 году награжден медалью имени Руденко. Родился в 1945 году в поселке Батагай-Алыта Сакырырского, ныне Эвено-Бытантайского района. После окончания средней школы более 3 лет проходил службу в рядах советской армии. Затем поступил в Харьковский юридический институт, который закончил в 1972 году. В этом же году был принят на работу в прокуратуру ЯССР. Далее работал в Алекминском, Аллаиховском, Нижнеколымском районах. С 1987 по 2008 годы трудился в прокуратуре города Нерюнгри. В данное время является пенсионером. – 28 октября 2003 год. Ольга переехала в Нерюнгри несколько месяцев назад. Она была родом из дальнего северного Улуса. В этот день Ольга после работы направлялась домой, как вдруг к ней на улице подошел незнакомый молодой человек. Высокого роста, приятной наружности мужчина сумел разговорить девушку и быстро вошел к ней в доверие. Еле знакомого молодого человека Ольга пригласила к себе домой, и приятное знакомство продолжилось в ее квартире.
30 октября 2003 год. Труп женщины 1976 года рождения обнаружен в ванной однокомнатной квартиры, расположенной по адресу улица Дружбы народов. Предположительно, убийство произошло в результате асфиксии, предмет удушения – пояс халата. На месте преступления также установлен факт исчезновения золотых украшений на сумму 13 тысяч рублей и радиотелефона Panasonic. – 23 мая 2007 год. В районе поселка Чульман за кражу кабеля со строительства нефтепровода в СТО работники милиции задержали мужчину 35 лет. Личность правонарушителя была установлена быстро. Данные о жителе Серебряного Бора лежали в картотеке милиции давно, а в начале 90-х этот человек был судим за грабеж. Эксперты-криминалисты сняли с вора отпечатки пальцев. И каково же было их удивление, когда капиллярные узоры на кончиках пальцев совпали с теми, что нашли в квартире убитой 28 октября 2003 года Ольги Савченко. Таким образом был раскрыт висяк, который не давал покоя нерингринским сыщикам вот уже несколько лет. Дальнейшее раскрытие было делом техники, и вскоре задержанный начал давать показания в страшных деяниях. 35-летний Олег Камчатов, как и многие другие серийные убийцы, окружающими характеризовался весьма положительно, слыл примерным семьянином. Жил с женщиной в так называемом гражданском браке, воспитывал несовершеннолетнего ребенка сожительницы. Знакомые убийцы отзывались о нем только с хорошей стороны. Во время работы на птицефабрике Камчатов даже активно участвовал в общественной деятельности, выступал в художественной самодеятельности. О нем отзывались как о тихом, немногословном, замкнутом, даже немного подавленном молодом человеке. Он окончил профтехучилище и трудился строителем в частном предприятии. Чтобы проверить жестокого убийцу на вменяемость, мы направили его на обследование в Московский институт психиатрии имени Сербского. После трехмесячного обследования экспертиза сделала заключение, что Камчатов вполне дееспособный человек. Никаких психических отклонений у него нет. Так уж устроена правоохранительная и судебная система, что, несмотря на признание Камчатова, доказать его причастность ко всем совершенным им убийствам не удалось. По решению суда, убийца, в течение 9 лет вершивший свои кровавые преступления, был приговорен к длительному сроку заключения. В начале 80-х в город Нерюнгри по комсомольской путевке приезжали много молодых людей из разных республик Советского Союза. Здесь они влюблялись, соединяли свои судьбы. Одними из первых комсомольско-молодежную свадьбу сыграли Талтусовы. Впоследствии эта семья стала уважаемой и почитаемой в городе. Но их единственный ребенок, дочка Катя, закончив школу, к сожалению, никуда не поступила. Не пошла она и работать, предпочитая вести праздный образ жизни со своими подругами. Ни родители, ни знакомые не могли поверить, как девочка из благополучной семьи менялась на их глазах. Но они ничего не смогли сделать. Когда ей исполнилось 20 лет, Екатерина Талтусова впервые попалась на мошенничестве.
Суд, учитывая ее молодость, применил условную меру наказания и предписал девушке, чтобы она несколько раз в месяц ходила отмечаться в милицию. Но через некоторое время Екатерина пропала из поля зрения правоохранительных органов. Было установлено, что все это время Талтусова жила у знакомых на даче, а занятия мошенничеством не бросила. Май 2005 год. Одна женщина, живущая в общежитии, захотела продать комнату, но встретила ряд трудностей в оформлении документов. Слух об этом дошел до Кати Талтусовой, и она быстро придумала, как обернуть эту ситуацию в свою пользу. Вскоре Талтусова обратилась к продавцу и покупателю с предложением помочь с документами, сообщив, что у нее очень много знакомых в городской администрации и те, мол, всегда смогут помочь в решении этой проблемы. Послушав девушку, озадаченные люди поверили ей и безропотно отдали документы на жилье и 15 тысяч рублей за услугу. Через некоторое время Талтусова принесла им обещанный документ – распоряжение о передаче покупателю жилого помещения, который подготовила собственноручно. Спустя некоторое время обман раскрылся. Продавец с покупателем поняли, что попали в руки аферистки. Но когда они заявили об этом Талтусовой, та, даже не покраснев, ответила: «Право на ошибку есть у каждого, а исправить ошибку можно всегда». И снова успокоила своих доверенных лиц. Далее, чтобы исправить ошибку, она с девушкой-юристом, нанятой покупателем для защиты своих интересов, отправились в городское отделение милиции. Видя, как Талтусова с легкостью ныряет из кабинета в кабинет, девушка-юрист тоже поверила в то, что у Екатерины есть большие связи. На словах впечатления своего человека в милиции Екатерина подкрепляла еще и тем, что якобы начальник ГАИ является ее родственником. В итоге, сопровождая Талтусову, чтобы она не обманула ее клиентов, девушка-юрист сама стала жертвой Катиного обмана. После совместного визита в милицию юристка попросила Талтусову помочь ей с получением водительских прав. Екатерина сразу согласилась и назвала цену своей услуги 6 тысяч рублей. Одновременно Талтусову встречает другой знакомый и просит ее помочь со снятием с учета бывших жильцов. Молодая аферистка и с него сразу же взяла 4 тысячи рублей авансом за помощь. Все имеет свои пределы. Люди хоть и с опозданием поняли, что их ловко провели. Сначала они обрадовались, что вернули свои документы, но успокоившись и поняв, что произошло, написали заявление в милицию. Органы следствия долго не могли возбудить уголовное дело, ведь чтобы его завести, нужно было достаточно доказательств. А девушка с большим криминальным талантом гуляла на свободе неизвестно где. Она крала у знакомых золотые изделия, сдавала их в ломбард, на это и существовала. Угроза уголовного преследования ее не останавливала. Однажды Екатерина попросила подбросить своего знакомого в одно место. Подъезжая к многоэтажному дому, Талтусова увидела во дворе джип Mitsubishi Pajero и сказала своему знакомому: «Видишь машину? Хозяин машины – мой хороший знакомый. Сейчас он в трудном финансовом положении и поэтому готов ее продать всего за $2500. Были бы деньги, сама б купила». Услышав такую новость, водитель загорелся желанием купить иномарку, ведь настоящая ее цена гораздо больше. И когда Катя выходила из машины, он сказал ей: «Передай своему знакомому, я готов купить машину у него за предложенную сумму». Аферистов можно отнести к очень творческим людям. Они обладают особой способностью убеждать людей, влезать к ним в доверие, отлично владеют хорошо подвешенным языком. Из них могли бы получиться большие артисты, но они применили свои таланты в другом, криминальном направлении.
И про Талтусову можно сказать, что она обладала настоящим криминальным талантом. И мало кто мог устоять перед напором и обаянием этой молодой, привлекательной женщины. Екатерина исчезла в подъезде многоквартирного дома, а водитель в это время остался рассматривать машину своей мечты. Катя же поднялась в квартиру своего знакомого и объяснила ему только что родившуюся идею продажи авто. Она попросила его сыграть роль хозяина джипа. И тот, хоть и не имел никакого отношения к этому автомобилю, согласился. Катя обладала настоящим даром убеждения. Знакомый вышел к водителю «Жигулей» и заявил: «Что, понравилась машина? Хочешь купить?» Потенциальный хозяин иномарки глотнул слюну и выдавил: «Да». «Ну тогда давай $2500 и паспорт. Завтра машина будет твоя». Не веря происходящему, владелец «Жигуленка» достал из кармана деньги и вручил продавцу. Полученную сумму последний полностью передал Талтусовой. Таким образом, криминальный талант Талтусовой помог ей всего за 3 месяца обмануть жителей города на 77 тысяч рублей. И кто знает, что еще она успела бы совершить, если бы не городской суд, отправивший молодую аферистку на 4 года в исправительно-трудовую колонию. В 90-е годы санкцию на задержание и заключение преступников под стражу давал прокурор. Однажды мне позвонил следователь Следственного управления городского отделения внутренних дел и сообщил о том, что нужно арестовать одного карманника. Я досконально ознакомился с материалами дела и решил встретиться с ним с глазу на глаз. В откровенном разговоре со мной карманник раскрыл все секреты своего преступного ремесла. Алексей родился 37 лет назад на Украине. Был несколько раз судим. В течение своей жизни нигде толком не работал и гастролировал, переезжая с места на место, занимаясь воровством. Хотя он освободился меньше года назад, успел побывать во многих городах. И в конце концов, по его словам, застрял в Бермудском треугольнике, городах Черемхово Иркутской области, Якутск и Нерюнгри. Алексей часто ездил по этому маршруту и любил работать один. Подсудимый прекрасно знал, за что ему предъявили обвинение. Сознавался во всем и делал вид, что ничего страшного не происходит. Рассказывая о своих похождениях, он вошел в раж и стал выкладывать подчистую все секреты своего ремесла. За это время я, наверное, погостил в карманах около 100 человек. В последнее время люди стали менее бдительными, можно даже сказать рассеянными. Раньше такого не было. Людей с живыми деньгами много в Якутске. Там мне один раз повезло по-крупному. Улов составил более 40 тысяч рублей. Щипач – вор, незаметно вытаскивающий из карманов или сумок деньги, документы или другие ценные вещи. Карманники работают поодиночке или группами. Чтобы облегчить работу, они изготавливают орудия труда. Например, затачивают до остроты хирургического скальпеля монету, чтобы с ее помощью разрезать карманы, сумки. Используют пинцеты для вытаскивания денег и ценностей. Они прекрасно разбираются в людях, ловко пользуются своими знаниями. Щипачам отлично работается в многолюдных местах. На рынках, вокзалах, магазинах, автобусах, в толкучке, больших очередях. Стараются не привлекать к себе внимания, прикидываются обычным покупателем, прохожим
или ожидающим транспорт горожанина. В Нерингри гастролер в основном промышлял на улицах, площадях, где охотился на вещи, сумки с деньгами коммерсантов. Как правило, в торговые точки он приходил во второй половине дня, хорошо выспавшись. Сначала знакомился с обстановкой, вынюхивал хлебные места. Но бывали и такие дни, когда он оставался с носом. Однажды Алексей заметил, как одна семейная пара на микроавтобусе продавала на улице алтайский мед. Подойдя поближе, он увидел, что двери микроавтобуса открыты, а на его сидении лежит спортивная сумка, битком набитая деньгами, как будто ждет кого-то. Несколько раз он попытался приблизиться, но шанса вырвать сумку не появлялось. Когда Алексей наконец-то двинулся вытянуть добычу, откуда ни возьмись появилась женщина, тоже увидевшая сумку и предостерегшая продавцов об опасности остаться ни с чем. Женщина-продавец тут же прибежала к машине, со всей силы забросила сумку вглубь авто и наглухо захлопнула его дверь. Как же Алексей тогда разозлился, ведь фарт был так близко. Чтобы успокоиться, он выкурил несколько сигарет подряд. Карманник с тонкой душевной организацией, изливший мне душу, был обвинен за все свои злодеяния и отправлен на 6 лет в колонию строгого режима.